Ну, сегодня хоть постреляли от души. 1:30. Часа полтора-то еще подожду, наверное. Может, что еще прилетит. На улице -2. Это в поселке. Здесь на болоте, наверное, и того холоднее. Я думаю, что-то так холодно. Хорошо, что взял чайковского, горяченького. Утка полетала. Даже чай пить было некогда. Перестала. Ну, как бы до 3 по-любому подождем, потому что может быть что-нибудь еще и прилетит. А дальше вчера, наверное, часика 4 было. Гуси пролетели прямо над палаткой, только высоко. Но я их точно ждать уже не буду, потому что дорога дальняя. Надо хоть немножко поспать, часика 3-4. Так что в 3 часа собираемся, тряханем сетки, в избушечку, баю-бай, часика на 3-4 где-то, наверное. А с 9 на работу. Не, я доволен. Все-таки я дождался. 2 недели ждал. 2 недели вот. Но я все-таки дождался, и я, в принципе, удовлетворен. За 2 недели холодов, полной пустоты. Вот примерно вот как-то вот так должна выглядеть весновка. Немножко рыбы, немножко стрельбы ночью, днем немного работы, отдых и все такое. А что творилось у нас 2 недели до этого, это черти знает что. Ладно. Озеро пока закрыто. Сегодня отработаем. А там видно будет. Если сильно не устану, может быть, сегодня ночью уже заеду. Потому что время перелета уток, оно не такое же длинное. День-два может полететь, а потом опять наступить полная тишина. Так что нельзя упускать это время. Вот. Ладно, у нас, друзья, чаепитие. Ну, если что-нибудь будет интересное, мы еще покажем. Время 15 минут 3. Уже где-то, наверное, минут 20, полчаса примерно. Ни одного перелета. Все, утка перестала лететь. И мне кажется, уже нечего здесь высиживать. В общем, на улице капитально подморозило. Вон. Маленькие лужи все затянуло льдом. Минус. Сейчас что может? Сейчас может часика через 2, вот 4, 5, 6 часов немного гусь полетать может. Где-то черок взлетел. Ну и может быть хохлатая чернить, если она. Бывает так, что уже часиков 5-6 вот появляется. Озеро открытое, запросто может сесть. Первую мы добыли точно, вроде бы хохлатая чернить была. Сейчас мы это посмотрим. В общем, все. На сегодня хватит. На сегодняшнюю охоту грех жаловаться. Постреляли с удовольствием. Дичь полетала. Добыча есть. Сейчас соберем уток и посмотрим, сколько у нас чего мы настреляли за ночь. Ну и заодно тряханем сетки. И до работы успеем немножко еще поспать. Все, погнали. Все затянуло льдом. И кажется, еще будет холоднее. В общем, выйдем сначала пешком. Оставим рюкзак.
Оставим чизетку. Вон. Все замерзло. Все замерзло. Ужас. Опять зима. Когда уже закончатся эти морозы. В общем, оставим чизетку, оставим тяжелый рюкзак, потому что взял и патроны, все, чтобы в лодке это просто не каталось, не мочилось. И потом уже налегке с этой игрушкой, с этим олененком пойдем собирать урожай. О, утка отплывает. Это что у нас, подранок или что, живая, не понимаю. Так, не будем рисковать. Лучше попробуем добить. Еще и нырнула. Офигеть. Так, где у нас гильза? Подранок. Вот она. Точно хохлатая чернить, наверное. Ладно. Если никуда не уйдет, то мы ее доберем. Она, видать, где-то здесь была. И от меня пошла убегать. Ничего, сейчас не возьмем. С лодки возьмем. О! Здесь тоже все шатается. Но здесь не так критично. Вон. Все гуляет. Вон. Так, что у нас с нашим мостиком? Опа, опа, опа. Все растаяло. Вот, как вот здесь бы можно было пройти? Да никак. Ямина. Так, пошла ко льду. Так. Оставляем рюкзак здесь. Здесь более сухое место. И попробуем добрать нашего подранка. Это, скорее всего, черочек. Но он ныряет. Может быть и нет. О, нырнул. Точно хохлатая чернить. Черок так не ныряет. Вот. Бульк. Сейчас вынырнет. Надо будет добрать. Мимо. Да ёшкин кот. Сколько можно? Мимо. Ну-ка.
Далековато уже. Она, в принципе, никуда не денется. Не будем тратить патроны. Мне кажется, ее зацепило. А если нет, на лодке выплывем и доберем. Блин. Еще и на лед вышло. Ладно, попробуем. Попробуем разик с 12-го. Ну, это как-то повеселее. Повеселее как-то будет. Ладно, все. Будем надеяться, что он готовальня. Олененок хорошо. А чесетка лучше. Так. Где наша лодка? Ёшкин кот. Наша лодка там. Что, оставляем? Оставляем ружье здесь. И идем с олененком собирать урожай. Еще плюс одна утка. Одну утку вижу на льду. Придется спиннинг покидать. И холодно. Очень-очень холодно. Все, погнали. Так, у нас та утка, которую мы добивали, сама спрыгнула в воду и походу дошла. Нет, это не хохлатая чернить. Это связь. Вот он. Это самец связи вот лежит. Красавец, которого мы добрали. А то вообще какая-то интересная утка. Но тоже уже готовая. Все. Выезжаем на сбор урожая, так сказать. Самое проблемное это будет достать вот тех двух уток, которые на льду. Взял с собой спиннинг. Надо будет. Ладно бы ветра не было, а то еще и ветер, и со льда. Блин, утка какая-то интересная. Вроде бы тоже связь, но почему ныряла? Ладно, потом разберемся с этими. Вижу вот раз, два, три, 4, 5. 5 уток точно есть. Остальное сейчас увидим. Погнали. Хреновое то, что вот замерзло и появился свежий лед, как стекло тонкий. Вот это самое опасное, конечно, с резиновой лодкой. Ну, за нас уток никто не соберет. Это надо все равно сделать нам. Сами настреляли, сами соберем. Так, и давайте начнем с этого красавца. Вот такой вот красивый связь. Опа, иди сюда, иди. Иди, малыш. Вот такая вот красота. Это связь. Вот такие красивые оперения. Вот кто муховязы. Вот это для мушек, конечно, отличные перья. Надо будет у Ирины Барановой спросить. Если нужно будет, надо будет ощипать ее красиво и отправить. Привет, Ирина, если смотришь. Так, ну все, первый есть. Поехали дальше. Так, меня интересует, что за утка-то была, которую мы сейчас добивали, которая ныряла. Так интересно. Вот это что за утка такая? Малюсенькая такая. Все понятно. Малый крахаль. Вон зубастая. Вот малый крахаленок.
Вот из-за этого она и ныряла. Я думаю, что за нырковая утка такая? Это малый крахаль. Ну, сожрала ты патрончиков. Вот, поехали дальше. Это у нас чирочек. Вот такой вот красавец чирок. Вон. Сегодня у нас разносортные утки. Связь, крахаль, чирок. Так, поехали. Вот еще. Это у нас еще один. Связь. Так, 4. Так, мы куда-то на бревно заехали. Ага, вот думаю, что, блин. Хорошо, что без гвоздей, блин, так бы уже пробили. Так, 4 получается. Все? Или не все? Ладно. Если найдем, сделаем еще включение. О, вижу щуку, друзья. НЦКД. Давай сразу заберем ее. Это очень хорошо. Только ветер, собака серая. Так, с какой стороны-то тебе? Давай попробуем с этой стороны. Как с ветром сети проверять? Да еще против ветра я не знаю. Вот такая вот щучка, красотулечка. Так, прижмись уже к берегу, ёшкин кот. Так, ладно, выключаемся пока. Вот у нас и сбор урожая, и заодно проверка сеток, все вместе. Так, видно, да, надеюсь? Вот такая щучка у нас. Так. Еще один чирок. Опачки. Я говорю, пока ночью стрелял, я со счету сбился. Так, это получается у нас 5-й. Два чирка, 2 связи. Сети, наверное... Ну вот как вот проверять сети в такую погоду? Да никак, блин. Я, наверное, их пока оставлю. Перед выездом, если стихнет, проверю. А пока я сейчас начну проверять, у меня он прижмет к берегу и все. Бесполезно. Так, вот еще чирочек. Опа, подранок. Твою дивизию. Успела нырнуть. Хохлатая черни. Сейчас ее не возьмешь, блин. Взяли. Взяли. Врешь, не уйдешь. Вот так вот все-таки лучше в лодке кататься с ружьем. Подранок был в траве, увидел меня, начал убегать, блин. Но от нас не уйдешь. Хорошо еще вынырнула надолго. Обычно они, если начнут нырять, то их не возьмешь уже. Это по-любому хохлатая чернить. Да. О, опа, опа, это что? Это-то хохлатая чернить. А тут у нас что?
щука. Щука у нас. Так, эту щуку надо как-то аккуратно снять. Опа. Вот такая вот щучка у нас. Энскаден. Тихо, 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 тихо. Так, ну ладно. Пока цепляем, выключаемся. Вторая щука у нас за утро. Вот еще хохлатая чернить. Вот эти двое, наверное, и садились. А мне тоже показалось, думаю, остались вроде бы двое. Потом смотрю, на воде одна. Она вон аж где была, вон перья. На берег спряталась. И сейчас, опа, еще хохлатая чернить. Красава. О. Пуш контейнера 32-го. О, красавчик какой. Блин. Попробовать доехать на лед. Сейчас края обломаю, попробую заехать. Блин, опасно. Опасно, опасно. Твою мать. Блин. Вот здесь вот края обломать и попробовать. Вот так, вроде бы. Вот. Вот так бы кто-то подержался. Было бы неплохо. Блин, утка-то еще крупная. Хоть какая, хоть черок бы был, все равно достать надо. Да. Это края-то мы, конечно, обломаем, а как там дальше? Как-то вот так вот, друзья, происходит, когда на озере стоит лед. Была бы казанка, заехали, да и все. Или ПВХ лодка. На резинке не побалуешь и по льду не побегаешь. Так. Вывел на берег. У нас, походу, пробилась лодка. Левый баллон начал спускать. Пойдем посмотрим, в чем причина. Подкачаем и попробуем еще. Этого еще не хватало. Что-то левый баллон вообще вот мягкий стал. И нормально же все было с лодкой. Так, на берегу. Фу. Попытка номер 2. Вон кулички сели. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я сначала думал, черки что ли летят. Попытка номер 2. Ветер немного стих. Вон. Смотрите, какой мороз. Лодка уже колом стоит. Лодку где-то все-таки я пробил. Начала спускать. Накачал баллон. И сейчас попробуем еще разик. Поменял блесну. Сейчас попробуем новый блесной. Вот так вот. Немного отдолбил. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо.
Так. Стоять, Маруся. Вот так мы в прошлый раз делали. Ага. И вот так вот привязывались. Вот так вот. Ага. Стоять. Стоять, стоять, стоять. Стоять, Маруся. Так, где мой спиннинг вон? Какую блесну поставил мощную. Слишком мощная. Не докинуть. Бабайка. Не. Слишком мощная. Ладно. Так. На метр подтянули. Я уже понял, что это за утка. Это тоже крахаль. Получилось. Поймал я все-таки. Не прошло и полгода. Но больше часа точно прошло. Конечно, 4 часа. В 2 часа начали уток собирать. Вон. Вот такая вот красивая утка. Это крахаль. Вот такой вот красивый. Видно, да? Вот такой вот красавчик. Вот такой вот красавчик. Ой. Ну и дал ты мне проблем. Ладно, все. Поехали. Поспали, называется. Время 15 минут 5. Я только что закончил добор своих уток. Но что нашел, то добрал. В общем, подводим итоги. Та-дам! 10 уток, короче, сегодня. 4 щуки и 10 уток. 2 щуки вчера вечером, 2 щуки сегодня утром. Тут 3 чирка, 2 съезя, парочка малого крохоля, или как так, не знаю, как это правильно утка называется, я не знаю, которую дольше всех доставал. Малый крохоль, я его скажу так, потому что зубастая, значит крохоль. Ну а кто, пишите в комментариях. Вот это, наверное, парочка, этого подранка тоже добивал. И 3 хохлатые чернити. Я доволен. 10 уток. Уже что-то, уже это результат получается по сравнению с тем, что мы сутками, неделями напролет впустую ходили здесь, морозились. Но весна, тепло недолго походу было. Опять минусовая температура, опять северный ветер с вчерашнего дня. Опять все остановится сейчас. Не знаю, сколько это будет продолжаться. Вроде по прогнозу там вроде тепло шло уже. Нет, опять морозы откуда-то появились. Ладно, сегодня проверим. Ну как-то вот так. Все, еще один заезд завершен, можно так сказать. Сейчас короткие сборы. Нет, сначала отдохну, а потом будут короткие сборы. Так что еще пару слов на прощание скажем. Пока и бежим в избу греться, замерз капитально. Бррр. Ну вот теперь точно все. Отогрелся в избушке. Часика полтора, даже почти 2 часа удалось поспать. Попил кофейку с утра. Ну как, проснулся. Встал, оделся, взял. Ну, хотел кое-что вывести из вещей. Нет, все-таки все оставил, потому что сегодня день отработаем и обязательно сюда опять вернемся. 3 дня пролетели как миг, и это был более-менее удачный заезд. Ну, а каким он получился, вам решать. Жду комментариев. Какие хорошие, плохие, какие они будут, такие они будут. Я все их, конечно же, прочитаю и отвечу на них. Не забывайте про Яндекс.Дзен. Кто не подписан еще, милости просим. Также ссылочка на телеграм-канал. Там будут кадры, те, которые не попали на основные каналы. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока. Поехали. Радует то, что выезжаю для того, чтобы опять сюда заехать.
Как же все-таки хорошо в лесу. А когда еще получаешь удовольствие от того, что появилась возможность порыбачить, полетели утки, можно поохотиться. Я не боюсь ни холода, ни дождя, ничего. Здесь просто здорово. Мне это нравится. Долгожданная весновка все-таки началась. Все, друзья, увидимся. Всем пока. Так, друзья, время 22 часа 20 минут. И мы опять в шалаше. День сегодня прошел просто как миг. Утром мы с вами попрощались, и началось. Бегом, 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 бегом. Отработал день. Проехал около 80 километров в одну сторону, столько же в другую. Побывал в 5 населенных пунктах. Все сделал. Успел даже побывать дома. Помылся, побрился, перекусил, поужинал и бегом опять сюда. Кстати, по дороге возле мусорного полигона видел медведя. Только он почему-то был не бурый, а черный. И быстрыми прыжками сиганул. Если по Удинской дороге медведь попрошайничает, то этот дикий. Страшно, конечно, было потом ехать сюда, но нормально. Когда есть с собой оружие, то не так страшно. В общем, смену отработали, все нормально. Приехали здесь. Единственное то, что не успели, это проверить, тряхануть сети. Но я так думаю, они без улова у нас не останутся. Утром проверим. По крайней мере, вот там шест. К шестику привязана сетка. Шест дергался. Значит, как минимум щука была там. Не знаю, дождется, не дождется до утра. Но шестик дергался капитально. Как пришел, была слышна крики кряквы. Там вдали. И все, пока не летит. Но в отличие от вчерашнего дня, вчера был ветер. Просто сильный северный ветер. Сегодня тихая погода, полный штиль. Днем сегодня где-то после обеда выглянуло солнышко. Ветер стих, и нормально-то комфортно было. Как весенняя погода, но к вечеру опять похолодало. И сейчас где-то -3, наверное. Так что к утру, возможно, вот болото затянется. Корочка льда. Опять как бы не есть гуд. Но ничего страшного. Моя говорит, давай останься дома. Я говорю, нет. Если утка полетела, значит она полетит день-два, потом может ее вообще не быть. И пора уже через неделю уже выезжать отсюда. Так что сейчас каждый день на вес золота. Весновка, которую мы так ждали, и которая по причине холодов затянулась в этом году, то прогуливать дни уже никак нельзя. Да, конечно, сегодня мы не поспали, но кому сейчас легко. Отсидим ночь, проверим, тряханем сеточки и завтра днем поспим. Все, садимся в шалаш, ждем уток. Так, время 20 минут 12 ночи, 23:20. 2 раза подсаживались стайки и оба раза промазал. В общем, снял коллиматор. Попробуем без коллиматора. В общем,
движуха небольшая есть. Утка летит понемножку. Не знаю, как дальше будет, но две хорошие стайки. Я не знаю, как стреляют с коллиматора. В лед вообще он поднимается, я не вижу, куда целиться. В общем, убрал ее. О, по стволу, блин, всю жизнь стреляли. Ненормально. А так поднимаю и ни хрена не вижу, блин. В общем, что-то у меня с коллиматором не пошло. И немного люфтит он еще, блин. Может быть, из-за этого. Может, прицел сбился. Но сидячую утку стреляю, она взлетает. Куда это годится, блин? Ладно, ждем уток без коллиматора. Села утка, связь. Ну, без коллиматора вроде как попал. Все четко, не надо выцеливать там никакие крестики, ничего, по стволу взял, да и бах. Так, друзья, без 15 час. Я понял одно. Только я сейчас смотрю, у меня фронтальная камера тоже срабатывает. Я как бы в настройках не копался. Не получается это отключить. Только через минуту выключается. В общем, вот этот экранчик, я его вижу. Утка его видит тоже. Пип-пип-пип-пип. Она обращает внимание, только включается экшн-камера. В общем, из этих съемок я уже раз 7, наверное, или 8 проморгал уток. Ну его нафиг эту съемку, ладно. Включимся только тогда, когда будет результат. Пару уток. Что-то летит. Пролетели. Пару уток-то я точно добыл. Ну, из-за этой камеры стоит только включить камеру, утка сразу слетает. Потому что при ветре, если она не слышит, сейчас полный штиль. Слышимость просто поразительная. И вот этот экран, который фронтальная камера на GoPro, она его тоже видит, как пятнышко. Улетает сразу. При ветре такого не замечал, но сейчас вот штиль. Я просто с десяток уток, 7-8 точно, наверное, профукал. Так что съемка пока совсем не расцветет, откладывается. Включимся только, если что-то постреляем при сборе урожая. А так получается, ради съемок стараешься что-то заснять, а по большому счету добыть-то ничего не получается. Я сегодня точно говорю, из-за съемок я потерял очень много. По темноте утка летала, но только стоит включиться камере, сразу все обламывается. Ладно, пару уток-то мы точно добыли. Вот там на льду вроде бы, вот на границе льда. Там вижу черные пятнышко. Ну ладно, утром будет видно все. До утра, друзья. Всем доброго утра. Время 2 часа утра. И уже полчаса, если не больше, ни одного пролета, перелета, прилета. В общем, грубо говоря, с 11:30 до 12:30, 11:30, 12:30, 2 часа летит утка. И все. Кто не успел, тот опоздал. Сегодня было очень много возможностей. Сначала подвел
коллиматор. Не умею с коллиматора стрелять, оказывается. Пока убирал, опять садились, стрелял. Ну, кое-что добыл, вижу. Штук 5 точно есть. Вон. Очень много уток улетели от этих замороженных. Вот чучела, они полностью покрыты инеем. При минусовой погоде чучела только вредят. Утка вроде идет на снижение, видит замерзшие чучела и сразу на подъем и улетает. И больше сюда уже она не придет. Так что при плюсовой температуре они играют положительную роль, при отрицательной, когда инеем все. Вот опять все замерзло, вся трава минус. Опять минус. Но сегодня по прогнозу днем ожидается теплая погода, очень даже теплая, так что пока не поднялся ветер, выходим на озеро, тряханем сети. У нас вчера утром не получилось, вечером не трясли, так что соберем уток, тряханем сети и наконец-то пойдем в избушку отдыхать, потому что я уже засыпаю на ходу. За 2 суток я поспал часа 1,5, наверное. Все. Организму нужен отдых, хорошего понемножку. Тем более, что утка вообще перестала летать. Ну все. Вечерка, утрянка. Это сейчас вот, когда середина мая получается, соединяется. Если раньше мы ходили между вечером и утром отдыхать в избушку, то сейчас можно смело выходить часиков 9, полдесятого и в 2 часа уже идти в избу. 4 часа. Самый лед это часа 2. С 10:30 до 1:30. Все, тишина. Сейчас, конечно, часиков 5-6 могут пролететь гуси. Бывает такое. Могут сесть стайка хохлатой черники на озеро. Тоже может быть такое, потому что озеро начинает открываться. Но, я повторюсь, отдыхать тоже нужно. Все, собираем манатки, валим. Вот это минус. Вон, жесткий минус. Снег на резинке. Вон. Охренеть. Вот это весна. Так, вот так у нас выглядит наша переправа. Ну, вроде все получилось. Все как задумано. Теперь это уже никуда не денется. Потом, как это все уляжется, нормально уже. Я так думаю, можно будет эти верхние снять. Или пусть будет. Так она монолитная, ничего никому не мешает. Вон, четенькая переправа получилась. Вот так здесь трясина. Вон. Тут, если бы даже и твердое дно было бы по помидора. А там дна нету. Я вообще удивляюсь, как мы здесь проходили. Вон оно, озеро идет. И все, пошло. Вот тут. А теперь уже можно спокойно не то что проходить, а при желании даже переехать на буксировщике. Все, накачиваем лодку и попробуем аккуратненько собрать нашу добытую дичь. Ох. Лодку куда-то пробили вчера еще вон. Один баллон спускает. Не совсем, но пробили капитально. Ладно, накачиваем лодку, друзья, и посмотрим, что мы сегодня наколбасили. Вот что я вам, друзья, и говорил. Посмотрите, на кого стали похожи наши чучела. С фильма ужасов. Вот, замороженные. Вот по этой причине, во-первых, они еще и стрелянные все. Решето.
Он покрытый инеем. Утка начинает садиться и видит вот такую замороженную статую и просто взлетает вверх. Если есть реакция, можно успеть выстрелить, но лучше при посадке. Вон. Полностью заморожены при минусовой температуре, инеем покрыты наши чучела с выпученными глазами. В общем, фигня это все, друзья. Когда-то они помогают, когда-то они пугают. Так, ну что, начинаем сбор наших уток. Что у нас сегодня дал Бог? Так, это у нас широконоска. Это у нас широконосочка. Так, надеюсь, видно, да? Вот такая вот. Нос как лопата. Вот такой вот красивый. Вот такой красивый самец широконоски. Поехали дальше. Так. Вот хорошо, пока есть лед. С одной стороны. Уток прибивает и дальше не идет. А вот когда озеро полностью открытое, вот так вот стреляешь, настреляешь шалаша, а потом ищешь по всему озеру. Ладно, если дохлые. А то если подранки еще и в кусты спрятаться, хрен найдешь ты их, блин. Так, это у нас шилохвость. Вот такой вот шилохвость. Не надо кромки. Не надо. Вот такая вот красивая уточка. Шилохвость. Широконоска, шилохвость. Поехали дальше. Так, тут у нас чирочки. Чирунтеи. Вот такой вот. Опа. Вот такой вот чирочек. Вот такой вот чирочек. И еще один чирочек. Два чирочка. Широконоска и шилохвость. Вот второй чирочек. Не пустые, то хорошо. Да, ага, это у нас хохлатая чернить. Тоже красивая уточка. С таким шумом садятся, как мистер Шмидт. Их не перепутайте с кем. Опа. Вот такая вот утка. Хохлатая чернить. Вот такой хохолок у них. Желтые глазки тоже. Красивая утка. И так увесистая. Так. Вот еще у нас хохлатая чернить, походу. Или что это? Ну да. Еще одна хохлатая чернить. Вот. Красавчик. Вот когда хохлатая чернить
Вот озеро откроется, этой хохлатой чернити будет просто сотнями они будут, но все они будут по центру озера их не... Опачки, это у нас селезень кряквы. Красавчик, вон хвост как у косача. Крякаш. О, самый тяжелый. Так, ладно, отойдем. Вот он. Самый крупный, самый тяжелый. Вот он какой красавец. Начинает подниматься ветер. Надо еще сетки тряхануть. Так, ну что у нас получается? Всего понемножку. Связи сегодня только вроде бы нет. Вот такой вот красавчик селезень кряквы. Хорошая крупная утка. Уточки, наверное, уже на яйцах сидят. А вот они от безделия шарохаются по ночам. Ну все. Урожай собран. Осталось тряхануть сеточки. Сейчас вот только выкину на берег, чтобы не мешались. Вот это у нас старая пристань, еще не до конца растаяла. Так, ну-ка попробуем немного. Вот обычно здесь причалю. Гильза. Так. Что у нас получается? Крякаш. Раз. Чирок. Два. Чирок. Три. Шилохвость. 4. Хохлатая чернить. 5. Хохлатая чернить. 6. Широконоска 7. 7 штук. Отличный результат, я считаю. Нормально. Не зря приехали. Не зря морозили сопли. Все здорово. Я доволен. Все-таки дождались мы перелета уток. Несмотря на морозную, холодную весну, все-таки поймали этот кайф. Тем более, вот многие спрашивают, сейчас, то есть, читаю в комментариях, почему, если есть утка на Печоре, почему ты не охотишься на Печоре, на ручьях? Что такое Печора? Вот волны, ну, не то. А вот здесь, вот посмотрите, какая вот эта красота. Птички поют. Ну, здесь особая романтика, особая красота, вот это болото, вот озеро. Просто когда путевая весна и путевая охота, здесь просто рай. А на Печоре немного не то. Во-первых, народу там много, лодки туда-сюда, суета, кто успел, кто не успел, там сетку поставили, там шалаш. А здесь тишина и спокойствие. Рай для охотника, если все шикарно с погодой. Так что я лучше подожду и спокойно получу удовольствие, наслаждение. Тут дело даже не в количестве добытой дичи, а в душевном наслаждении, так сказать. Ну, я здесь просто балдею. Вот сейчас вот тряхану сетки, пойду в избу, накачу 100 грамм, высплюсь, утром проснусь. Ну, это непередаваемо. Это просто круто. Это просто здорово. Это просто надо попробовать. Все. Тряханем сетки и в избушечку. Погнали.
Рыбы, походу, здесь нету. Поплавки все наверху. Но если что-то будет, мы обязательно вам покажем. Так, ну без улова мы сегодня, походу, тоже не остались. Закинул сеточку. Подарок от Ирины Барановой. Сетка невысокая, всего метр высотой. Ну, как мы видим, щучку она поймала. Вон, глубина здесь небольшая, думаю, дай-ка попробую. Зато уже не порвут. Тихо, 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 будь. Так, шею мы тебе ломать не будем. Потому что вот такая вот щуренция. Блин, где караси? Видать, надо, чтобы была теплая погода. Надеюсь, сегодня будет жара. И, надеюсь, сегодня карасики все-таки попадутся. Опа, опа, опа. Ну. Так. Давайте сразу ведро, чтобы лодку не пачкать. Ну вот. Мал золотник. Да дорого. Одна щучка у нас все-таки попала. Янцикаден. Янцикаден. А, еще коротышка. Не, ну короткая это по длине-то может быть и не короткая, а по высоте она очень низкая. Мне кажется, даже здесь метра нету. Ну, я скажу вам, свое она половила. На лугах она и озей поймала. На реке она на разливах щук половила немножко. И даже вон на озере такую невысокую сеточку, и то щучка клюнула. Вторая янцика. О, это уже покрупнее. Вот. Спасибо, Иринка, тебе за сеточку. Как мы видим, сеточка ловит. Видно, надеюсь, да? Это уже покрупнее. Сетка у нас 40-ка, если не 45-ка вообще, блин. 45-ка, наверное, даже. Две щуки. Каждую проверку 2 щуки. Это у нас получается какая проверка? 4-я по счету проверка. Значит, получается 8-я щучка у нас. Сегодня дома Валентина вкусненько-вкусненько пожарила. Ай, головы, хвосты. Такая вкусняшка. Спорить не буду. О, с икрой. Спорить не буду. У нее получается намного вкуснее, чем я готовлю. Так. Вон, на нерест идет. На болото. Вон, икры сколько. Так. Ну вот. 2 щучки мы поймали. Это при том, что еще вечером не проверяли. Я так думаю, если бы вечером проверили, также бы вот этих 2 щук сняли и все, наверное. Хотя кто его знает. Но специально кидаю так вот не от берега, а вдоль берега, потому что щука по привычке идет на болото туда. Тут же все, по идее, должно быть затоплено. И она вот по этому болоту гуляет, не рестится, все. А сейчас воды нет, получается. А щука все равно гуляет рядом с болотом. Ну, хоть хорошо, хоть щука появилась. А то, как бобры перегородки понастроили, да еще люди тут перегородки понаделали, морду ставили на выходе с озера. Вообще щуки здесь не было. Хоть начало возрождаться потихоньку. Вот такая вот у нас весна.
Вечером прошел, обратно иду, сантиметр льда. Где-то было примерно минус 4, минус 5 градусов мороза. Но сегодня хоть без ветра. Охренеть. Да, давненько я такую весну не припомню. Выдерживает лед даже местами. Он вечером прошел, 4 часа посидел, и вон все замерзло. Какой-то год помню, я уже говорил, наверное, 25 мая свежими вениками уже парились. А сейчас 25-го даже, наверное, листочков не будет. Дай бог, чтобы до 25-го хоть снег растаял. Но не растает. Куда нахрен с такими ночными заморозками. Хотя сегодня обещают теплую погоду. Посмотрим. Главное, вон целый пакет уток настреляли сегодня, несмотря на мороз. И то хорошо. Правда, я уже засыпаю на ходу. За 2 суток 1,5 часа. Как бы маловато. Так что сегодня высыпаемся столько, сколько нужно организму. Даже будильник ставить не буду. Как высплюсь, так и проснусь. Вот такое вот состояние ручья. Если бы не ночные заморозки, вот ручей был бы с этого берега по тот берег. Тут такая река бы была. А так в этом году все культурненько. Вот. Мой мостик потихоньку всплывает. Вот до сюда бывает вода, когда дружная весна без ночных заморозков. Вот такой вот потоп.